Здравствуйте, в эфире информационный выпуск новостей. В студии для вас работает Асан Абиблаев. Сегодня в нашем выпуске. В Ялте стартовал третий туристический форум «Открытый Крым». Пожар в Алуште. Телеканал «Милет» теперь доступен и для жителей Феодосии. Всемирный день сердца. Очередная победа Кызылташа. В Ялте стартовал третий туристический форум «Открытый Крым». В ходе форума глава Крыма Сергей Аксенов провел встречу с представителями туристического бизнеса Китайской Народной Республики, Республики Индия, Исламской Республики Иран и Австрии. По словам главы Крыма, проведение подобных форумов способствует донесению до иностранных граждан правдивой информации о том, что происходит в Крыму. Местом встречи 450 представителей туристической индустрии стал отель в Ялте. Здесь открылся третий туристский форум «Открытый Крым». В мероприятии принял участие глава Республики Крым Сергей Аксенов. Министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий, объявив форум открытым, сопроводил почетного гостя по туристической выставке «Крым. Круглый год-2016», где их тепло встретили экспоненты. В рамках форума Сергей Аксенов провел встречу с представителями иностранных делегаций из Австрии, Индии, Ирана и Китая. Обсудил вопросы обеспечения безопасности туристов и выразил уверенность в динамичном развитии сотрудничества этих стран с Российской Федерацией. Приветствуем желание сегодня иностранных инвесторов работать в Крыму как субъекте Российской Федерации и создадим самые комфортные условия. Мало того, мы договорились о том, что наше представительство в городе Москве, представительство Республики Крым будет держать под контролем персональным все проекты, которые будут здесь озвучены. Соответственно, будем содействовать их продвижению. Крымский федеральный университет откроет новые кафедры иностранных языков, в том числе и китайского, а также планируется обучение гидов, что будет способствовать обмену туристами с Китаем, Индией и Ираном. Кроме этого, официальный портал Министерства курортов и туризма планируется вести еще на 2 языках – английском и крымско-татарском. Об этом в ходе встречи сообщил Сергей Стрельбицкий. Глава курортного ведомства подчеркнул, что Крым и туристическая отрасль полуострова вызывает интерес не только у российских профессионалов турбизнеса, но и у зарубежных партнеров. Наша задача состоит в том, чтобы мы присутствовали не только на информационном поле Российской Федерации, но и за рубежом. Кстати, один из драйверов развития туристической отрасли в 2016 году мы выбрали именно представление Крыма на международном рынке. Много было скептиков, многие нам говорили, что мы зря это делаем, что санкции, но вы видите, что мы пошли по правильному пути. Кстати, этот путь нам подсказали на втором форуме, который мы проводили. Мы надеемся, что сегодняшний форум тоже даст очень много материала, который ляжет в основу развития туристической отрасли в 2017 году. На пленарном заседании подвели итоги высокого сезона. По словам Сергея Стрельбицкого, в этом году Крым посетили 4 722 000 человек. Министерство курортов и туризма и благотворительный фонд помощи детям наследия подписали соглашение о сотрудничестве. Также в этот день были проведены круглые столы с участием туристических бизнес-операторов Индии, Китая и Ирана и дискуссионные панели с членами туристического альянса Крыма. Я буду работать над тем, чтобы в Крым приезжали туристы из Индии. Меня поразила красота вашего края. Вся наша группа увидела, что в Крыму достаточно безопасно. Путешественники из Индии тоже будут рады увидеть Крым. Все мы благодарны за гостеприимство, и после общения с главой вашей республики мы еще больше убедились в том, что крымский туризм на высоком уровне. Нам, конечно, очень понравилось. То есть до этого, конечно, много слухов. Да, много, которые про вас пишут. Да, насчет, конечно, по-настоящему лучше своими глазами, да, увидите и посетите. Мы видели у вас совсем здесь безопасно, да, потрясающая природа, замечательный климат, да, прозрачное море. То есть и, конечно, вкусным пищей. Поговорили с руководством, они тоже как там заинтересованы именно в этом деле, как там они тоже помогают нам. Еще вот другая тема, которую как там мы обсуждали с руководством, это перевозы русских, российских туристов именно в Иран. Потому что как-то мы именно хотим поработать именно с Крымом, потому что мы знаем, что именно с культурой и с менталитетом и с историей есть какие-то связи между Ираном и Крымом. Я думаю, что и здесь мусульмане тоже живут, очень как там это
культура и история, религия как там очень похожи друг на друг с другом. И я думаю, что им нравится просто, и им понравится просто побывать в Иран, увидеть эту историю, как там, которая 2-3 тысячи лет назад все создавалось. И будем на это работать с помощью российской стороны, с помощью агентства, которые здесь есть, туроператоры, которые здесь есть. И вот надеемся, что у нас получится, будем ждать всех там в Иране. И здесь тоже я надеюсь, что вы тоже будете ждать наших туристов. Иранцы уже открыли в Крыму свое представительство. Сергей Аксенов рекомендовал и остальным участникам открыть здесь небольшие представительства своих стран и отметил, что перед республикой стоит задача заменить такие направления, как Турция и Египет, а также конкурировать с другими странами Черноморского бассейна. В следующем году Крыму создадут вертолетные площадки для проведения воздушных экскурсий. Сергей Аксенов сообщил, что инвесторы готовы вложить средства. 2 компании подали заявки на реализацию таких инвестпроектов. Уже готовятся 2 вертолетные площадки в городе Ялта, в том числе будут и в степных районах Крыма, и в горных, с тем, что можно было совершать посадку и осуществлять пешие прогулки. Форум станет тем звеном в истории страны, который даст возможность крымчанам с оптимизмом взглянуть в будущее. Диляра Шевкетова, Дмитрий Низовой, телеканал Милет. Глава Республики Крым Сергей Аксенов провел очередное совещание с председателями советов и главами администраций городских округов, муниципальных районов и городских поселений Республики Крым в режиме видеоконференц-связи. В ходе мероприятия обсуждались вопросы выполнения поручений по итогам селекторных совещаний, динамика освоения бюджетных средств муниципальными образованиями республики, подготовка служб жизнеобеспечения муниципальных образований Крыма к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов. Верховный суд России признал законным решение о признании Меджлиса крымско-татарского народа экстремистской организацией и запрете ее деятельности в Российской Федерации. Таким образом, высшая судебная инстанция отклонила апелляционную жалобу членов Меджлиса, которые просили разрешить им работу. Напомним, решение Верховного суда Крыма: Меджлис признан экстремистской организацией и запрещен в России в апреле этого года. Сегодня пожарно-спасательные подразделения Алушта ликвидировали пожар в жилом здании в селе Солнечногорское. Пожар произошел в одноэтажном здании. В нем располагалось 7 квартир, в которых проживали 12 человек. В результате пожара женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Пожилой мужчина с 25% ожогом тела направлен в Алуштинскую городскую больницу. По словам помощника начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Владимира Иванова, пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние дома. Причину возгорания выясняет судебно-экспертная лаборатория МЧС России. Сегодня в Государственном комитете по делам межнациональных отношений и депортированных граждан прошло совещание по вопросам финансово-хозяйственной деятельности. На совещании присутствовала и наш корреспондент Султания Ситакаева. Председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Заур Смирнов рассказал, что за период с июля 2014 года по июнь 2016 года Госкомнатсом Крыма на реализацию государственной национальной политики Российской Федерации из бюджета Республики Крым были использованы средства в сумме 373,7 миллиона рублей. Конкретно скажу так, значит, на реализацию мероприятий по межнатсогласию, то есть это имеется в виду прежде всего мероприятия такого массового характера, мы использовали 20,4 миллиона рублей. На развитие средств массовой информации и поддержку печатных изданий на родных языках 296,5 миллиона рублей. И на реализацию мероприятий мер социальной поддержки реабилитированных граждан 26,5 миллионов рублей. Ну, сам Госкомнатс для своей деятельности использовал за этот период 30,3 миллиона рублей соответственно. Также в 2015 году были созданы Дом дружбы народов, медиацентр имени Исмаила Гаспринского и общественная крымско-татарская телерадиокомпания «Миллет». Заведующая финансовым отделом Госкомнатса Наталья Григорьева отметила, что за весь период деятельности Госкомнатса проведено 5 проверок финансово-хозяйственной деятельности. Нас проверяли такие контролирующие органы, как Счетная палата Республики Крым. Был проведен ряд проверок ею. Нас проверяли служба финансового надзора Республики Крым. Ну, также была проверка органов прокуратуры. Заур Смирнов также подчеркнул, что по результатам проведенных контрольных мероприятий было указано на некоторые недостатки в работе, которые были устранены в ходе проверок. Мы работаем прозрачно, будем это делать и далее.
И вот тот формат, который мы сегодня, скажем, с вами учредили, я думаю, он сохранится, и он обеспечит нам в дальнейшем избегать многих таких неудобств в работе и проводить работу максимально эффективно. Следует отметить, что выявленные нарушения не носили системного характера и не привели к нецелевому использованию бюджетных средств, а также не повлекли за собой нарушение требований Кодекса об административных правонарушениях или Уголовного кодекса Российской Федерации. Султания Сидакаева, Умер Мустафаев, телеканал «Миллет». Сегодня состоялась очередная сессия Симферопольского городского совета Республики Крым. На повестку дня были включены 20 вопросов. Среди важных – внесение изменений в устав муниципального образования городского округа Симферополя, внесение изменений в городской бюджет. Также вновь избранных депутатов Оксану Доброрез и Марлена Ильясова поздравили с победой на выборах и вручили мандаты. Телеканал «Миллет» теперь доступен и для жителей Феодосии, а также 4 близлежащих сел. Канал ретранслируется с местной телерадиокомпанией. Подробнее смотрите в сюжете. Крымский кабельный канал освещает события, происходящие в Феодосии, но кроме этого еще и ретранслирует другие телеканалы. Не так давно ретранслировать начали и крымско-татарский телеканал «Миллет». Теперь наш канал могут смотреть и жители восточной части Крыма. У нас уже в Феодосии и в других крупных городах, Керчи, в Симферополе, в Белогорске, в Армянске и в Евпатории пошел «Миллет», то ваш канал. Берем по интернету. Вот в 3 местах это Щебетовка, Коктебель и Солнечная долина. Семья Умеровых из Щебетовки собралась вечером перед телевизором. Смотрят национальный канал. Отмечают, что нет ничего приятнее, чем слышать родной язык по телевидению. Благодаря стараниям и усердию Яковлева Павла Аркадьевича мы сегодня полноценно можем смотреть телеканал «Миллет» на крымско-татарском языке у себя дома в квартире. Вот со мной находится рядом моя семья, которые с удовольствием сидят, смотрят развлекательные передачи, художественные фильмы и прочие телепрограммы по телеканалу «Миллет». Вы мне скажите, что может быть лучше и ближе общения на родном языке? Я считаю, что ничего. Это самое сокровенное – общение на родном языке. Кроме этого, «Миллет» можно смотреть еще и через спутник Ямал. Также канал доступен в цифровом формате и, конечно же, есть в интернете. Нариман Тарсинова, Руслан Хохлов, телеканал «Миллет». Ежегодно 29 сентября отмечается Всемирный день сердца. Этот день является первым в Российской национальной неделе здорового сердца. Ее отмечают врачи-кардиологи, медицинские работники, организации, ассоциаций, фондов, а также небезразличные к проблеме сердечно-сосудистых заболеваний люди. Подробнее расскажет Султания Мамбетова. Всемирный день сердца провели и в Крыму. Каждый год мероприятия, проходящие в рамках Дня сердца, посвящены определенной теме, связанной со здоровьем сердца. В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смерти. Ежегодно они уносят более 17 миллионов человеческих жизней. Причина смертности от сердечных заболеваний они находятся на первом месте. Это и в Крыму, это на материковой части России. Если мы говорим о том, какова динамика положительная, потому что за полгода у нас смертность от сердечных заболеваний она уменьшилась, по-моему, на 11 или на 13%. Вот. Это произошло благодаря тому, что в достаточном количестве есть медикаментозные препараты, развиваются высокотехнологичные виды медицинской помощи больным сердечно-сосудистым профилем. Это благодаря тому, что многих пациентов, тех, которых мы не можем вылечить здесь, мы отправляем на материк для оказания помощи в ведущих федеральных центрах. Факторами риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта являются повышенное кровяное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, курение, недостаточное потребление овощей и фруктов, избыточный вес, ожирение и физическая инертность. 80% случаев преждевременной смерти от инфарктов и инсультов можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни, контролировать потребление табака, питание и физические нагрузки. Именно сердечно-сосудистые заболевания являются тем видом заболеваний, которые достаточно легко, ну не то что совсем избежать, потому что старение еще никто не отменял, вот, не преодолено, но по крайней мере отсрочить как можно на более поздние сроки возникновения этих заболеваний именно изменением своего образа жизни, то есть изменением режима дня, режима питания, отношения к физической культуре, к тому, как проводить свое свободное время, как питаться.
как переносить стрессы. И если изменить образ жизни, то достаточно того, что может измениться. Целью проведения этого мероприятия является повышение информированности жителей Земли о сосудистых заболеваниях, профилактике ишемической болезни сердца, а также инсультов мозга. Султания Меджид, Ибраим Ганиев, телеканал Милет. В Крымско-татарском академическом музыкально-драматическом театре состоялась премьера комедии «Мал Тапылыр Джан Тапылмас». Подробнее расскажет Мавилия Юб. «Мал Тапылыр Джан Тапылмас» комедия – это первая премьера после летних каникул. Комедия посвящена теме настоящей любви двух молодых людей. Главные герои на сцене доказали, что настоящая любовь живет, несмотря на состояние. Для того, чтобы сыграть роль, надо в нее вжиться, понять и почувствовать мысли, эмоции своего героя, признаются артисты. Артисты не просто живут театром, они проживают жизнь своего героя, а в спектаклях показывают самобытность крымско-татарского народа, сохраняя культуру, традиции, язык. Я думаю, что зрителям понравилась и музыка, и артисты, и декорации. Декорации были сложные, надо было их быстро менять. Несмотря на все сложности, мы справились. Доказательство этому – улыбка зрителей. Благодарим всех зрителей, мы всегда ждем вас, для вас работаем. Зал театра был переполнен, не было пустых мест. Мастерство артистов не оставило зрителей равнодушными. Посещая театр, мы здесь отдыхаем. Я горжусь, что на спектаклях зал переполнен. Мне более 80 лет. Я всегда посещаю и вам советую. Здесь проходят такие спектакли, такие комедии, что просто отдыхаем, можно сказать, что очень весело проводим время. Кто не успел посмотреть комедию «Мал Тапылыр Джан Тапылмас», может посетить Крымско-татарский академический музыкально-драматический театр 4 октября. Мавилия Юб, Амида Аметова, Энвер Умшевич, телеканал Милет. В столице Крыма состоялся грандиозный концерт самого знаменитого российского хип-хоп-исполнителя Тимати и артиста лейбла «Мотто», которые порадовали крымскую публику песней «Лада Седан Баклажан» и своими новинками. Несколько часов молодая аудитория крымской столицы ждала начала оглушительного концерта Тимати и Мотто. Еще до того, как зрители начали пропускать на стадион, они уже выкрикивали с улицы имена артистов. Любимые исполнители рэпа и хип-хопа скромно приехали на автобусе. Затем быстро с задней стороны стадиона удалились в гримерную. От комментариев звездные парни отказались. Зато музыкальный продюсер лейбла Black Star Павел Мурашов поделился своими впечатлениями с нашей съемочной группой. Новиночки привезли, безусловно. Будет трек с Мотом сегодня. Так что ожидайте. Скажите, пожалуйста, а вы бы хотели исполнить с какими-нибудь исполнителями из крымско-татарской, здешней молодежи? Я, честно, не знаком с творчеством вашим, поэтому, в любом случае, мы бы хотели, да. Обязательно. Спасибо большое. Пока. После двухчасового ожидания наконец-то начался концерт. Главный ньюсмейкер российской хип-хопки R&B сцены, один из самых востребованных исполнителей Тимати и рэп-исполнителей Мот в Крыму. Локомотив гудит. Здесь собралось более 7000 человек, чтобы услышать своих кумиров вживую. Фанаты наслаждались нескончаемыми басами и хорошим вокалом исполнителей. Зрители делились с нами впечатлениями. Очень нравится, да, очень классно. Просто нет слов. Позитивное, веселое. Просто слушаю музыку, веселье, позитив. Да. Главное, чтобы не все не замерзали, это самое главное. Лада Седан. Песня больше всего нравится. Вообще заводные песни такие веселые, молодежные. Фанаты Тимати не в силах были сдержать свои эмоции, а потому подтанцовывали под ритмичную музыку. В некоторых песнях рэпер смешивал чистый вокал и безумный крик. До сих пор трудно понять, что из этого больше нравится публике. В некоторых перерывах между песнями исполнитель активно разговаривал с публикой. Кульминацией концерта стал розыгрыш «Лады Седан». Ее выиграл один из активных зрителей. Затем Тимати, конечно же, порадовал всех исполнением всеми любимой песни «Ты что такая дерзкая» и «Лада Седан». Слышь, ты что такая дерзкая? Зубчанский, дай ремикс для всех крымских татар. Сабрия Халиляева, Эдем Исмаилов, телеканал Милет. В
поселке Новопавловка Бахчисарайского района прошел открытый чемпионат Республики Крым среди любительских команд. Кызылташ сыграл против местного «Скифа». Подробности матча знает наш корреспондент Мухаммед Закиряев. В открытом чемпионате Крыма по футболу среди любительских команд состоялся заключительный матч 4-го тура, где играли команды «Кызылташ» и «Скиф». На стадионе можно было увидеть болельщиков с национальной символикой крымских татар. Все были удовлетворены этой игрой. Игра мне сегодня нравится. Первая половина первого тайма была слабенькая, расслабленная, но потом динамика набралась, игра пошла. И ребята забили первый гол, собрали второй гол и собрали силами, уже держат инициативу в своих руках. Президент футбольной команды «Кызылташ» отмечает, что было непросто играть. 5 игроков из разного состава не могли выйти на поле по разным причинам. Но команда «Скиф» очень энергичная и физическая подготовка у них на высшем уровне. Было играть непросто, потому что 5 игроков основного состава по разного рода причинам не могли выйти сегодня на поле. У кого-то травма, у кого-то сезонная простуда. И играли смешанным составом. Игра была сложная, команда «Скиф» очень такая вот, состав очень молодой, парни очень энергичные, все бегут, физика на высшем уровне. Плюс есть несколько игроков высшего эшелона, которые играют в команде. Пришлось потрудиться. Вели очень долго со счетом 2-0, вот, но в конце уже силы оставили «Кызылташ» и, к великому сожалению, пропустили один мяч. Тренер команды «Кызылташа» Февзий Бубекиров рассказал, что результатом доволен, но игрой не очень. И отметил, что еще нужно работать над усилением некоторых позиций. Сегодня играли очередной тур чемпионата Крыма среди мужских команд. Одержали победу, довольно-таки непростую. Вроде бы игра была под контролем, но зная Инвера команду, как характер команды Инвера, знали, что будет тяжело, но так и, в принципе, так и получилось. Пропустили в конце не очень обязательный мяч, стало сложнее. Тренер команды «Скиф» также отметил, что они ставят задачу не столько победить, сколько показать качественную и хорошую игру. Мы задачу всегда ставим не победить, а показать качественную, хорошую игру. С сегодняшним результатом, я не скажу, доволен, еще где-то были авантюрные моменты, где-то были профессиональные моменты, где-то, может быть, просто в начале игры где-то проспали 2-3 момента, проспали своих и получили 2 гола. В принципе, игрой детьми доволен своими. Команда «Кызылташ» состоит из крымчан разных национальностей, является гордостью всего полуострова. Футболист Александр Гусев, родом из Луганской области, сейчас проживает в Крыму. Говорит, что в футбольном коллективе присутствует командный дух. Матч вообще очень тяжелый. Команда довольно-таки перспективная, молодая. У нас физическая форма еще не особо позволяет. Мы собрались недавно. Они тренируются по 2 раза в день. Я думаю, положительного результата удалось достичь. 3 очка за нами, это самое главное. Игра закончилась со счетом 2-1 в пользу гостей из Ялты, команды «Кызылташ». Мухаммед Закиряев, Ибраим Ганиев, телеканал «Миллет». Это все новости на этот час. До новых встреч в эфире.